Эльдар Маратович, ну мы вот сейчас посмотрели сюжет, и в этом сюжете, и в новостной повестке мы видим, что руководство региона и лично Ради Фаритович большое внимание уделяет проекту кампуса. Почему это важно для республики? Вы сейчас очень правильно отметили, абсолютно. Ради Фаритович лично самое пристальное внимание развития образования, вузовского образования, вопрос развития науки, поддержки наших ученых, поддержки науки и развитию, конечно, кампуса. И вот это красивейшее здание, а вторая очередь вы сейчас могли увидеть, каким оно будет выглядеть. Да, это 7 башен, объединенное с первой очередью. И действительно, это одно из красивейших зданий не только нашей страны, Евразии, вообще в целом и Азии. И почему это важно? Потому что сейчас идет борьба за человеческий капитал, борьба за детей, борьба за талантливых детей. И нам очень важно, и глава лично контролирует эту ситуацию, чтобы дети, которые выучились в Республике Башкортостан, которые прошли детский сад, школу, кружки, чтобы они оставались у нас здесь, получили лучшее образование в вузе, затем вошли в науку, но не в науку, так остались в предприятиях, потому что огромный спрос, в том числе и на специалистов, в наших предприятиях, расположенных на территории республики. Поэтому нам так важен кампус, для того, чтобы ребята могли получить лучшее образование здесь, у себя дома. Ну и для этого в кампусе есть не только площадки для предпринимателей, студентов, но еще есть и площадки, которые для школьников, чтобы их вовлекать. Правильно я понимаю? Кампус, по сути, это некое такое пространство, которое объединяет в себе все. Вузы, науку, предприятия, ведь там же сидят и резиденты, там сидят крупнейшие предприятия, и нефтяные, и IT-отрасли. И, по сути, это такой котел, в котором варятся студенты, аспиранты, молодые ученые, предприятия непосредственно реального сектора экономики, наука, академия наук, УФИТ-СРАН и так далее, и так далее. А подпитывать ее должны, безусловно, школьники. Поэтому в кампусе расположен наш Центр развития талантов «Аврора», который будет заниматься талантливыми детьми и который получит возможность пользоваться самыми современными лабораториями нефтяного, медицинского университета, Уфимского университета науки и технологий. Там же школа креативных индустрий. Это одно из новых направлений дополнительного образования детей. И там же IT-технологии, дети, которые уже программируют игры. И это наш проект «Берлога», который также теперь разместился в нашем кампусе.